В эфире «Итоги дня», в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Вначале коротко об основных темах к этому часу. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел личный прием по делу о гибели девочки после нападения собак в Чульмане. Он раскритиковал работу подчиненных. С сегодняшнего дня резко поднялись цены одновременно на паромные перевозки, перевозки на судах на воздушных подушках и топливо. Расскажем подробности. Новые вызовы и перспективы рынка труда. Прошел первый день межрегионального форума «Рынок труда Дальнего Востока и Арктики». Дотянуться до неба. В преддверии фестиваля беспилотных авиационных систем состоялась пресс-конференция с участниками и организаторами мероприятия. Стюардесса из Якутии Марина Докторова завоевала титул на международном конкурсе «Топ-стюардесс-2024». В Москве прошел финал международного конкурса. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел личный прием по делу о гибели девочки после нападения собак в Чульмане. Отец, погибший в результате нападения собак в поселке Чульман Нерюнгринского района 12-летней девочки, обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Глава ведомства раскритиковал работу подчиненных и подчеркнул, что ситуация с нападением безнадзорных собак на людей по всей стране вызывает тревогу. Жители поселка Чульман обозначили, что проблема нападения бродячих собак носит массовый характер, а правоохранительные органы бездействуют. Так, по мнению обратившихся к трагедии, в числе прочего, привело несовершенство федерального закона об ответственном обращении с животными. Он не позволяет эффективно обезопасить людей в ситуациях, подобных случившейся, отметили они. Водители возмущены повышением тарифов на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях. Согласно данным, на 24 октября перевозчик парома Якутии увеличил цены на перевозку легковых автомашин в 10 раз. Как обстоят дела на паромной переправе, расскажет Вероника Таюрская. Несколько суток водители легковых машин и большегрузов стоят в километровых очередях на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях. Как отмечают водители грузовых автомобилей, у них заканчивается топливо и на исходе продукты питания. Встречаются на переправе и наглые водители. Мы бы быстрее заехали сюда. Просто легковушки в наглую все заперлись на прополую. Потом гаишники приехали, начали регулировать. Но я стою, получается, в 3 часа будет 2 суток. Уже второй день уже. Надо побыстрее надо ехать. Стоим, ждем очередь. Не знаю теперь, что будет до вечера. Печально, можно сказать, даже. Вот, заранее надо было все как-то предусмотреть, чтобы это все было как бы людям, чтобы таких положений чтобы не было. Сначала большегрузы, потом легковые машины. На паромной переправе Якутск-Нижний Бестях ситуация остается напряженной. По данным на 24 октября, перевозчик парома Якутии поднял тарифы на перевозку легковых автомашин до 10 тысяч рублей и до 15 тысяч рублей для внедорожников и микроавтобусов. По словам руководителя компании Николая Ефимова, эта мера является вынужденной, так как грузовые автомобили с жизнеобеспечивающим грузом не могут попасть на паром. В нашем случае, когда 1000 рублей на легковой транспорт, мы ничего не сможем тогда справиться. Поэтому, повторяю, это вынужденная мера такая была, которую мы сегодня предприняли для того, чтобы главная задача завести народно-хозяйственные груза в город Якутск и обратно машины отправить уже на другой противоположный берег. Согласно нормативу, установленному Государственным комитетом по ценовой политике Якутии, тариф на легковые машины в период межсезонья должен варьироваться от 1000 до 3200 рублей в зависимости от массы. Для контроля, мониторинга и при необходимости оперативного регулирования организовано дежурство ответственных лиц Министерства транспорта Якутии. Ситуация на реке с каждым днем, грубо говоря, ухудшается. Это связано уже с низкими температурами и так далее. И на сегодняшний день перевозчикам принято, можно сказать, колоссальное решение о том, что повышение тарифов это отличается от регулируемых тарифов. Хочется отметить то, что на сегодняшний день действительно по данному факту надзорными органами совместно с Роспотребнадзором, транспортной прокуратурой проводятся мероприятия по проверке, ведется наличие документов и так далее, по итогам которого приняты будут определенные меры. По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии, на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях функционирует 4 парома, каждый из которых совершает рейс туда-обратно в течение 6-8 часов.
включая загрузку-выгрузку. В ближайшее время переправа по данному маршруту закроется, а паромы будут двигаться по маршруту Жатай-Техтюр при сопровождении ледокола. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск. Кроме этого, до 5000 рублей выросла стоимость проезда на судах на воздушной подушке по маршруту Якутск-Нижний Бестях. Пассажиров перевозят с пересадкой на аэроботы. Как сообщил руководитель компании «Леноводсервис» Борис Строев, повышение цен в дальнейшем не планируется. Он отметил, что сейчас обстановка на реке очень тяжелая. Саханефтегазбыт повысил цены на дизтопливо и бензин. При этом в топливной компании заметили, что сдерживали цены на энергоноситель на уровне прошлого года, невзирая на повышение Центробанком России ключевой ставки. Так, в Якутске бензин АИ-92 подорожал на 5 рублей 30 копеек и стал стоить 70 рублей 80 копеек. АИ-95 стал дороже на 5 рублей 60 копеек и теперь стоит 74 рубля 10 копеек. За литр АИ-98 теперь придется отдать 79 рублей 60 копеек. К тому же новая цена на дизтопливо поставила 87 рублей 90 копеек. В октябре прошлого года она была 81 рубль 20 копеек за литр. Тем временем стало известно, что Якутское управление Федеральной антимонопольной службы изучит вопрос обоснованности повышения цен на нефтепродукты. Отмечается, что управление продолжает осуществлять контрольно-надзорные действия в розничном сегменте нефтепродуктов и ежедневно отслеживает изменения цен на них в республике. При обнаружении нарушений будут применены соответствующие меры антимонопольного реагирования. В Якутске завершился первый день межрегионального форума «Рынок труда Дальнего Востока и Арктики. Вызовы и возможности». Представители органов власти, научное сообщество, работодатели и общественность собрались для того, чтобы обсудить важные вызовы и перспективы рынка труда. Подробнее расскажет Даяна Федорова. На сегодняшний день в Якутии порядка 10 тысяч вакантных мест. На учете по безработице состоят порядка 2400 человек. Чагл Сидельников, студент 4-го курса ГАТУ инженерного факультета. Он уже начал обдумывать свои дальнейшие шаги, чтобы трудоустроиться сразу по окончанию учебы. Дальнейшие планы на ближайшие годы после окончания учебы пойти на ВАК для получения опыта, а потом, наверное, Якутскэнерго. С самого детства у меня было желание связаться с чем-то техническим, с энергетикой. И хотелось бы развивать эту сферу деятельности именно у себя в республике. Для решения проблем обеспечения кадрами регионов Дальнего Востока и Арктики проводят данный форум. На протяжении 2 дней в рамках мероприятия будут обсуждены особенности рынка труда, вопросы интеграции образования и бизнеса. Состояние экономики в целом мира и нашей страны дают возможность для нашего развития. И, безусловно, никакое развитие, если мы говорим прежде всего об экономическом развитии, не может быть без подготовленных кадров, без рабочей силы. Стимулирование привлечения и закрепление востребованных трудовых ресурсов, трудоустройство участников СВО также стали основными темами форума. Наиболее нуждающимися в кадрах сферами являются добыча полезных ископаемых, транспорт, строительство, здравоохранение и образование. Ярмарки вакансий у нас проходят очень регулярно, они дают свои результаты. И в этом году мы также предусмотрели новый формат, это День работодателя, когда представление вакансий подходит под конкретного работодателя, под его запросы, и уже граждане могут прийти непосредственно на него. В этом году проект «Местные кадры в промышленность» будет модернизирован. В работу будет запущен проект «Работающая Якутия. Кадры, инклюзия и выпускник». Во всех 3 проектах будет взаимодействие с еще большим количеством работодателей во всех отраслях экономики. Мы будем совместно с работодателями выезжать в регионы, встречаться со студентами, с молодежью и информировать, привлекать, так скажем, в Якутию, чтобы они заканчивали свое обучение и ехали к нам работать. Ежегодно по республике требуется порядка 15 тысяч кадров в различных сферах. Совместные усилия помогут преодолеть существующие трудности и реализовать потенциал региона, способствуя его социально-экономическому развитию. Даяна Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. В преддверии фестиваля беспилотных авиационных систем состоялась пресс-конференция с участниками и организаторами мероприятия. Напомним, всероссийский фестиваль «Дотянуться до неба» пройдет впервые в Якутске с 29 октября в парке «Россия. Моя история». В программе будут квест-игры, мастер-классы, экспертные лекции и выставки, которые ознакомят с беспилотными технологиями в России. Принять участие могут все желающие старше 14 лет. Для этого надо пройти регистрацию на сайте университета 2035.
Фестиваль проходит в 18 городах, а региональным оператором проекта выступает Центр опережающей профессиональной подготовки Якутии. Здесь приезжает много экспертов. Это коллеги из университета 2035, который является оператором Российской Федерации. Будет 32 мастер-класса. Все, что касается неба, вплоть до космоса. То есть все технологии, все возможные инженерные специальности, все это будет в доступной форме показано детям. Выставка – это будут непосредственно те люди, которые покажут те аппараты, которые позволяют сейчас нам использовать в нашей повседневной жизни. С наступлением холодов и сезона гололеда на дорогах увеличивается количество транспортных происшествий с участием пешеходов, в том числе детей. С целью снижения статистики в опасный период сотрудники ГИБДД совместно с педагогами лаборатории безопасности проводят профилактические занятия с учащимися столичных школ. Тему продолжит Тимур Калмогоров. Соблюдение правил – залог безопасности участников дорожного движения. В особенности это касается детей, которые входят в группу повышенного риска. Опасность может таиться везде, поэтому организаторы напомнили учащимся правила для пешеходов, велосипедистов и пассажиров транспортных средств. Но мы не только в городе Якутске выезжаем, мы ездим еще по улусам, по всей Якутии. Начиная, мы вот в Хандаге были, если самые дальние взять. Хандаги, Нерингри и Мирный, Чернышевский. Вот до туда даже доезжали по пути. Все делаем, учим детей даже в деревнях, вот таких малых населенных пунктах. И охват у нас, например, в том году у нас охват был 10 тысяч детей. После лекции детей ждала практическая часть, где они показывали, насколько хорошо запомнили правила. Для детей особенно важно знать, как правильно перейти через пешеходный переход. Через регулируемый пешеходный переход правильно переходить на зеленый свет светофора. А на нерегулируемом пешеходном переходе обязательно нужно удостовериться в том, что нет никаких автотранспортных средств. Посмотреть по сторонам, сначала на левую, затем на правую сторону. И затем только перейти дорогу. Они все думают, что если пешеходный переход, то водитель должен остановиться. Это самая страшная ошибка, потому что они, когда идут по тротуару, они даже не останавливаются перед пешеходным переходом, а начинают сразу идти. Водитель никогда не успевает затормозить, когда человек идет прямо и тут же резко поворачивает на пешеходный переход. Водитель не успеет остановиться, поэтому всегда надо перед пешеходным переходом, пешеходу всегда надо останавливаться. Я вот этому детей учу. С начала года по Якутску было зафиксировано порядка 100 ДТП с участием несовершеннолетних. Сотрудники ГИБДД ведут профилактическую работу не только с детьми, но и с их родителями. По местному графику с управлением образования города Якутска у нас проводятся родительские собрания. Всеобучи, да? Вот. И посещаем родительское собрание, разговариваем, доводим до родителей, показываем видеоролик с видеокамер на дорогах, которых у нас установлены, да? Где вот именно момент вот наезда на ребенка, момент на ребенка-велосипедиста, когда он переезжает дорогу, когда они перебегают дорогу, да? Вот это вот наглядно. Раньше мы такое не практиковали, а сейчас вот решили вот такое вот практиковать, то есть наглядно показать родителям, как все это может случиться. Инспекторы напоминают о том, что необходимо всегда соблюдать правила дорожного движения и быть начеку. Тем более с наступлением зимы ожидается ухудшение видимости на дорогах. Помните, ваша безопасность в ваших руках. Тимур Калмогоров, Нижгун Старостин, Якутск. Учитель должен учиться постоянно, убеждена социальный педагог Алданского лицея Юлия Яковлева. В профессию Юлия Александровна пришла 4 года назад, продолжив семейную династию. Недавно педагог освоила еще одну специальность. Сейчас она ведет в 5 классе уроки физкультуры. Секретами мастерства она поделилась с нашими коллегами. Встретить утром детей, оценить их настрой, у самых беззаботных справиться о выполнении домашнего задания и проверить наличие дневников – это лишь малая часть обязанностей социального педагога Алданского лицея Юлии Яковлевой. День, как всегда, будет насыщенным. Индивидуальные и групповые занятия с обучающимися, работа над проектами, а также подготовка к мероприятиям, запланированным на ближайшее время. Юлия Александровна проводит многие мероприятия, и мы вместе в них участвуем. Последнее был мероприятие «День девочек». Вот, делали проект, защищали.
Был день лицеиста. Также мы подготавливали пятиклассников. Впрочем, бесконечный круговорот дел соцпедагога ничуть не утомляет. Напротив, такой ритм позволяет поддерживать бодрость и энтузиазм. В лицее Юлия Александровна работает 4-й год. Придя в образование, она продолжила семейную династию. У меня в семье 2 педагога, которые работают в школах уже больше 25 лет. Ну, наверное, глядя на них, слушая их разговоры, мне становилось интересно. В веселую школьную кутерьму Юлия Александровна погрузилась буквально с первых дней. Ее таланты и способности у подрастающего поколения нашли признание. И педагог быстро завоевала у школьников авторитет. В первый же год так получилось, что я помогала подготавливать команду на конкурс смотра песни и строя. И мальчишки впадали в ступор, когда видели, как я выполняю сборку автомата. Сразу молодой педагог влилась и в коллектив. Сослуживцы охотно делились с ней опытом, а многие вершины, по словам самой Юлии Александровны, она покорила благодаря поддержке соратников и единомышленников. Юлия Александровна очень активный педагог. Педагог перспективный, хорошо обучаемый. Она буквально все схватывает на лету. Юлия Александровна – классный руководитель 5 класса. Ребята дисциплинированные и ответственные, хотя иногда с детьми бывает сложнее, чем с подростками. В этом Юлия Александровна убедилась на своем опыте. Пятиклашки стали ее 2-м ученическим коллективом. В прошлом году мне доверили 9 класс, выпускной. Боялась, что не справлюсь, было много очень сомнений, но благодаря правильно выстроенной, наверное, тактике поведения у меня все получилось. Я наладила общий язык и с детьми, и с их родителями. В своем 5 классе Юлия Александровна ведет уроки физкультуры. Методику преподавания этой дисциплины она освоила, когда уже работала соцпедагогом. Я поняла, что мне еще чего-то хочется. Ну и вообще учитель должен всегда продолжать учиться. Секрет профессионального успеха учителя, по мнению Юлии Александровны, прост. Это любовь и уважение к детям, увлеченность своим делом и постоянная готовность к самосовершенствованию. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Якутию вернулась многодетная семья Соловьевых, которая стала одним из победителей всероссийского конкурса «Семья года». В аэропорту их встречали представители Минтруда и социального развития республики, а также ресурсного центра «Победа». Они выразили слова благодарности за представление Якутии на всероссийском конкурсе и пожелали новых свершений. Напомню, кочевая многодетная семья Василия и Елены Соловьевых из Момского района победила в номинации «Семья. Хранитель традиций». В тайге-то, чтобы в тайге прожить, это с утра, конечно, начиная с костра, начиная с воды, это каждый день, каждую минуту надо все равно быть чем-то занятым, чтобы не замерзнуть, чтобы еду себе приготовить. Вот. У всех свои обязанности, все заняты, потому что без этого и себя не прокормишь. Стюардесса из Якутии Марина Докторова завоевала титул на международном конкурсе «Топ-стюардесс-2024». В Москве прошел финал международного конкурса, где приняли участие 35 финалисток. Стюардесса авиакомпании «Якутия» Марина Докторова завоевала титул «Мисс зрительских симпатий». По результатам голосования зрителей якутянка заняла 2-е место. По итогам же самого конкурса победительницей в номинации «Королева неба» стала стюардесса из Оренбурга Ольга Енина. Как сообщается на сайте конкурса, заявки на участие в конкурсе подали почти 2600 стюардесс не только из российских авиакомпаний, но и из Казахстана, Беларуси и Арабских Эмиратов. Солисты вокальной студии «Апельсин» из Нерюнгри стали лауреатами международного фестиваля детства на Амуре, который собрал талантливых детей со всей России и стран ближнего зарубежья. С юными талантами встретилась наша съемочная группа. Под руководством талантливых педагогов дети учатся не только петь, но и выражать свои эмоции через музыку. Любой конкурс – это стимул развиваться дальше, не останавливаться на достигнутом, идти вперед. Независимо от того, победил ребенок или нет, это всегда огромный толчок и шаг вперед. Ну и идем дальше к новым победам. Надеюсь, что на этом пути нам встретятся только добрые люди, радостные события, ну и хорошая музыка.
10-й международный фестиваль детского творчества «Детство на Амуре» прошел в Благовещенске при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В рамках фестиваля солисты вокальной студии «Апельсин» из Нерюнгри продемонстрировали свое мастерство и завоевали звание лауреатов. В номинации «Детская юношеская песня» Артем Егоров, город Нерюнгри, руководитель Татьяна Усинова. Ощущение безграничное, взрыв эмоций просто был. Хорошие эмоции были. Боялся, конечно, за кулисами, что представлял город, республику, свой вокальный коллектив, своего педагога. Когда вышел на награждение, был очень рад, потому что побывать первый раз на этом конкурсе и получить лауреата второй степени – это очень большая награда. География участников фестиваля была обширна. Урал, Сибирь, Дальний Восток, Луганская и Донецкая народные республики. И даже ребята из Китая. Это был мой самый первый конкурс в моей жизни за весь год в вокальной студии «Апельсин». Конкурс был классный, крутой. Конечно, я финалистка. И это уже победа, что я так далеко прошла. По итогам финального этапа Артем Егоров получил сертификат на получение стипендии и специальный приз от председателя жюри, основателя и художественного руководителя театра-студии «Непоседы» Елены Пинджаян. Приглашение на бесплатный летний интенсив в Москве. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Оперетта «Сильва» снова на сцене Якутского государственного театра оперы и балета. Произведение труппа исполнит 25 октября. О подготовке к показу расскажет Вероника Таюрская. Кулисы открываются, действие начинается. На сцене театра история звезды будапештского варьете Сильвы. Оперетта рассказывает о ее жизни вне сцены, о любви к молодому аристократу Эдвину и о невозможности их брака в силу социального неравенства. Партию Эдвина исполняет приглашенный артист, ведущий солист Московского театра оперетты Павел Иванов. Для него работа в постановке не первая, но первая в Якутске. Партия, сразу могу сказать, что непростая, довольно-таки сложная. Из нашей такой современной, как бы сказать, золотой молодежи. Я исполнял много раз, это у меня уже, получается, 5-я постановка в различных городах нашей необъятной страны, начиная от Москвы, заканчивая Сахалином. С каждым режиссером, конечно, работаю. Более того, что я вам открою такую тайну, во всех 5 постановках разный текст. Везде разный текст. И приходится везде держать в памяти, вот, по крайней мере, это уже на моем веку, это 4-я действующая Сильва, и везде разный текст. Оперетта написана Имре Кальманом в 1914 году и поставленная в 1915 году восхищает и вдохновляет зрителей и по сей день. Я же пошутил. Роль графа Бони Кончиану исполняет солист Государственного театра оперы и балета Алексей Иванов. Примечательно, что он дебютировал на сцене театра именно с этой партией. Это было 3-4 года назад. Постановку ставила Татьяна Безменова. Было очень так вживаться в эту роль сложно, но так вот нормально все получилось. Последняя постановка была в прошлом году. Туда тоже приезжали наши приглашенные солисты. И сейчас вот тоже приглашенный солист пришел, Павел Иванов. И вот, работаем сейчас в данный момент. Оперетта «Сильва» стала настоящей классикой в репертуаре Государственного театра оперы и балета. В этом спектакле в «Сильве» я много раз выходил. Он у нас уже идет уже с 2019 года. Когда шла пандемия, мы тут в 3 вызова работали и вытащили спектакль. Спектакль живет с каждым годом, с каждой сценопровождением, она меняется с каждым разом в лучшую сторону. Я пока не заметил, что этот спектакль как-то прошел стрёмно или чего-то кто-то недосказал, кто-то недооткрылся, такого нету. Нынешняя постановка оперетты «Сильва» приурочена ко дню рождения исполнительницы главной роли, заслуженной артистки Якутии Анны Сгонниковой. Приглашаю вас на оперетту
великую оперетту Имры Кальмана «Сильва». Еще называют ее «Королева Чардыша». Приходите, пожалуйста. Будет ярко, весело, задорно. Посмеемся, попоем вместе. Спасибо. Оперетта «Сильва» погружает зрителей в мир варьете 20-х годов того столетия и показывает, что перед настоящей любви не стоит никаких преград. Увидеть единственный показ постановки можно уже 25 октября на сцене Государственного театра оперы и балета. Вероника Таюрская, Нюргун Старостин, Якутск. Такими были самые заметные события уходящего дня. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.